Аллах, свят он и велик, создал мужчин и женщин очень разными. Что касается мужчин, то их самой большой слабостью являются женщины. Какими бы ни были эти мужчины, богатыми или бедными, здоровыми или больными, худыми или толстыми, неважно, к какой культуре они относятся, на каком языке говорят, всех их объединяет одна слабость – женщины. А что касается женщин, то Аллах Велик Он и Возвышен создал их такими, что в большинстве случаев они просто забывают об этой слабости мужчин. Они не знают, насколько это серьезно. Поэтому, когда они читают аят, в котором их призывают опускать свой взор, они думают про себя. Окей, без проблем, я могу это сделать. А что тут такого сложного? Почему для мужчин это такая проблема? Опускать свой взор. Мужчина такой, вы не понимаете. Что я не понимаю? У тебя такие же глаза, как и у меня. У нас обоих есть сетчатка, мы одинаково перерабатываем информацию, поступающую из глаз. Так в чем же проблема? Видите? Они не понимают, насколько сильна эта страсть, которую Аллах вложил в нас, упомянув ее на первом месте. Приукрашена для мужчин страсть к женщинам. Самая главная страсть, приукрашена для мужчин – это страсть к женщинам. Это самая опасная фитна, в которой может попасться мужчина. Пророк, мир ему и благословение, больше всего опасался для своей уммы чего? Страсти к женщинам. Это действительно очень серьезная проблема. Если жена понимает это, то вместо того, чтобы обвинять мужа, «Почему ты такой слабый? Неужели так трудно контролировать свой взор?» Вместо этого она признает, что это творение Аллаха, и таким его создал Аллах, и ее задача — это поддержать мужа, помочь ему стать сильнее. Она может сделать это, отражая искушения, которыми он подвергается каждый день, а не читая ему каждый раз нотации или пристыжая его. Вот еще один очень важный момент, который должна осознать каждая женщина. Каждый день ее муж идет на работу. Он ездит на общественном транспорте, где рядом с ним сидят развратно одетые женщины. И они невинно смотрят по сторонам, всем улыбаются. По сути, многим женщинам кажется, что это единственное их достоинство, что их не будут ценить за их интеллект, что никому не важно их мнение. Поэтому единственный способ заслужить уважение – это предстать перед мужчинами в наиболее откровенном и бесстыжем виде. Поэтому они и одеваются так откровенно, поскольку когда мужчины смотрят на них, их самооценка поднимается, они чувствуют, что чего-то стоят. На самом деле это ужасное и печальное заблуждение. И вот мужчина приходит на работу, и там ему мило улыбается секретарша. «Привет, как ваши дела? Что будете на обед?» То же самое на улице. На каждом рекламном плакате он видит красивых, привлекательных женщин, что-то предлагающих ему. Наконец, он приходит домой, открывает дверь, и жена такая: «Ты чего так поздно пришел?» Автобуса долго не было. «О, опять автобус опоздал». Ну, конечно. Каждый день он встречает одно и то же унылое лицо. Если это в первый или второй раз, то ничего страшного. Но если это продолжается на протяжении 10 или 12 лет, то к чему это может привести? К тому, что у мужа появится обида. Он чувствует возмущение, даже если он не выражает его открыто. С каждым днем внутри его нарастает обида и злоба к жене. А ведь простым решением, которое нам предложил посланник мира ему и благословения, была бы улыбка жены, когда ее муж приходит домой. Знаете, насколько это важно? Это не какой-нибудь пустяк. Это как кинжал в сердце мужчины, когда он приходит домой, а жена встречает его холодно и грубо. Это очень огорчает его. Да, возможно, он промолчит. Однако это глубоко ранит его сердце. Однозначно, это испортит их отношения, сделает их черствыми и злобными. Теперь уже мужчина захочет сделать ей больно. «Фу, что за мерзость ты приготовила? Ты слышала что-нибудь про соль?» Затем он будет срываться на детях. И все это по причине своей обиды на жену. Но если бы жена встретила мужа с улыбкой, обыкновенной улыбкой, она ведь ничего не стоит, то что бы случилось? Остаток дня прошел бы в приятной манере. Весь вечер они бы общались, шутили. Муж не сказал бы ей: «Оставь меня в покое, у меня голова болит». Все благодаря лишь простой улыбке жены при встрече мужа. Это очень простое, но в то же время очень мощное решение проблемы. Если мы не воспользуемся им, то взаимные обиды и злость будут накапливаться и накапливаться, пока не приведут к краху семьи. Вот почему женщины жалуются, что мужья не обращают на них внимания. В ответ мужчины говорят: «Она раздражает меня, настоящая зануда» и все такое прочее. Таким образом, муж и жена должны проявлять заботу друг о друге, не предъявлять каждый раз претензии, а поставить себе цель – быть готовым в любую минуту прийти друг другу на выручку.